концу весны вся Абхазия уже покрыта распустившейся листвой. Это происходит мгновенно, буквально за несколько дней. Деревья окутываются нежной листвой, распускаются цветы в парках, и все это благоухает и нежится в пока еще теплых лучах солнца. Проходя по улицам наших городов и сел, непроизвольно обращаешь внимание на дизайн дворов. Особенно привлекают красивые, со вкусом оформленные ландшафты, возле которых хочется задержаться подольше. Такие дворы притягивают глаз и, конечно, говорят о вкусах и пристрастиях хозяина дома. В Сухуме уже открыты несколько магазинов, торговых точек по продаже декоративных кустарников и растений в горшках. В один из них мы и свернули с дороги. И чего здесь только нет. Вечнозеленые ели, сосны, можжевельники, туя, низкорослые и карликовые виды подходят для оформления небольших дворов. И, конечно, цветы, розы, гортензии, пионы, ирисы. Мы уже лет 5 работаем над этим. У нас в городе есть маленькая площадка, оттуда начинали. И с декабря месяца 2020 здесь расширились, можно сказать. Площадка, то есть подвернулась, так как люди помогли в этом нам и помогают, конечно. И вот, как видите, есть выбор, скорее всего, чтобы люди приобретали, украшали свои дворы, организации, площадки. Там. Но в основном мы как начали с хвой, так как вечно зеленые, все-таки люди хотят видеть свои дворы и площадки зелеными. Зима у нас чуть-чуть такая не суровая, но она листопадная, и зимой они остаются такими же красивыми, как, в общем, и летом, и весной. Ну и цветы тоже в основном мы привозим из Европы, это Италия, то, которое наш минус это Абхазия и Италия, то есть в том, что климат один и тот же, но мы у себя не производим, не выращиваем. Это уже, скажем, дело будущего, скорее всего. Есть площадка, над чем работать. Люди хотят, конечно, с первого раза никто не покупает, он сперва интересуется, примеряется, и по кошельку, скорее всего, конечно, это и не дешевое удовольствие, и, в общем, стараются, в общем, как-то так, можно сказать. Хотелось бы, конечно, чтобы в каждом городе были такие площадки, украшали свои дворы. Это значит, когда здоровая экономическая обстановка в республике. Значит, к этому тихо-тихо, но идем. В сегменте абхазского фейсбука стало модным выкладывать ухоженные палисадники и клумбы. Недавно общественный деятель и блогер Надежда Венедиктова опубликовала свою композицию из морских камней, и мы решили посетить Сухумский дворик, в котором она живет и творит. Ну, я, во-первых, много ездила, в том числе по Европе, которые очень ухоженные, и видела много интересных двориков. Второй момент. Я очень ценю опыт Руслана Пандария и Геви Смыры, которые в Новом Афоне тоже пытались сделать, и Руслан это сделал. Вот. И третий момент. Я вообще очень люблю морскую гальку. Я еще в советское время собирала. И в какой-то момент, для меня камни – это вечность, это сгусток вечности. А я вообще живу в мировой истории. И вот перед самой пандемией в январе 2020-го меня вдруг пробило. И я думаю, вот сейчас я начну что-то делать из гальки и привяжу это к тем цивилизациям, которые имели отношение к Абхазии когда-то. Вот. И поэтому у меня есть и вот и византийская императрица, и там и Древний Рим, и генуэзец у меня очень загорелый. И так далее. Все я делаю с чувством юмора, конечно, поскольку я не скульптор, я не добиваюсь портретного сходства, но для меня это мягкая любовная ирония. Вот. У меня есть архаичные образы, потому что я очень ценю абхазскую архаику. Вот, абхазская мифология одна из древнейших на Кавказе. Она абсолютно нашим обществом не ценится. И когда я говорю, что я, например, обожаю Сатане Гуачу за ее вот энергию, все говорят, ой, у нее там 100 детей от разных мужей, туда-сюда.
Это смешно сейчас с нынешних позиций оценивать вот эту мощную языческую энергию, которая била из этой женщины. Вот. И я начала потихоньку делать, увлеклась потом. И вот когда, каменные дорожки я выложила 15 лет назад, меня завораживает. Да, вот камни где-то лежали сами по себе, ничего не значили. Я их собрала, что-то сделала, и появилось что-то принципиально новое, которое мне дает отдачу. Я когда прохожу мимо, даже если я с гостями, я занята, я все равно чувствую какой-то отклик. Они говорят: о, привет, 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 привет. Вот. И Митридата VI Евпатора я сделала мозаику, он же тут проезжал в середине первого века до нашей эры. Потом, когда я их делаю, я, естественно, читаю их биографии. Я еще лучше узнаю древний мир, там, средневековье и так далее. И они как бы становятся уже почти родственники. Вот. Поэтому я получаю от этого большое удовольствие, это главное. Вот это Митридат VI Евпатор, это великий воин. Он всю жизнь воевал и с Древним Римом, и с окружающими царствами. И, кстати, он родился в Синопе. Это город сейчас на территории Турции. Это тоже, поскольку наше место называется Синоп, тоже как-то меня к нему расположило. А когда я прочла, что он еще, зимой 65-64 годов до нашей эры, со своим войском вот прям по этой дороге проходил, и потом всю зиму он зимовал в нашем городе. То есть вообще наш человек. Да. Точно. Да, но у меня он получился очень молодой. Я еще не настолько владею мастерством мозаики. Вот, такой красавец был когда-то получился. молодым? Да, когда-то был, да. Вот это очень любопытная история. Это архаичное божество охоты Ажвепща. Я его нашла, вот это была просто фантастика. Прошлой зимой мы с друзьями на мой день рождения поехали в Ведийский храм. Я там часто бываю, еще в советское время первый раз. И вот мы уже вышли за ограду монастыря, и вдруг я вижу, валяется вот так валяется. Ты посмотри, какой хищный взгляд. Я вообще просто затряслась от восторга коллекционера, схватила его, привезла сюда, добавила камни для объемности, сделала тело и козлиные ножки. И он у меня, что получилось? Подарок Ведийского храма оказался архаикой, это символика, за пределами монастыря, и я его оформила как бюст древнеримского императора. То есть вот тут утонченная ирония. Я соединила сразу три вещи, и получился вот такой красавец. Причем, ты же видишь у него какое выражение лица? Оно архаичное, дикое, божок в густом лесу живет, он такой, тут у него глаза нет, кабан ему выбил. Императрица. Да, Феодора. Сначала императрица, потом вот это. Сейчас не очень удачно, потому что тень и солнце пятнами. Вот написано: Византия, императрица Феодора, VI век. Самое сложное было камнями сделать слово императрица. Я замучилась. Несколько раз ломалась и так далее. Вот это все тоже камни, ракушки тоже с нашего пляжа. Единственное, это пластик. И поскольку это пандемия, я ей маску оставила, чтобы не забыть, когда я ее сделала. И да, эти я купила в частной коллекции. Это остатки дореволюционных сухумских домов каких-то, по-моему, что-то турецкое, какое-то восточное. И я долго не знала, как их пристроить, и как раз легло на императрицу. Это, Древний Рим. Это сова Минервы, богиня мудрости, символ внезапного ночного озарения. Посмотрите, какие... это же все камни, посмотрите, какие. Пока найдешь, с ума сойдешь. И я не стала делать римских легионеров, они уже осточертели во всех этих фильмах. Я выбрала сову, поскольку сама тоже ночью люблю воспарять. Сцена из рая. Там овца, Адам, Ева. Это змей, который искушает Еву. Адам произносит первое слово в истории человечества, поэтому у него такая мучительная гримаса.
Но Ева еще не совсем как бы в сознании, но внимательно слушает. Вот. Особо удался змей. Да, змей позже всех появился. Вот. Так что это у меня как бы парадиз. И вот тут я выкладываю, значит, помимо того, что, знаешь, вот когда это я выложила 15 лет назад, вот этот. И первые 2 недели, когда грязь не нападала, и я еще покрыла прозрачным швейцарским лаком, это было великолепно, это была как римская мозаика. А потом все. Не, ну сейчас, во-первых, нет контраста. Белый уже стал грязный, черный вообще стал какой-то серый. Там очень на перекличке цвета было. Ну и потом, вот я сейчас, видишь, делаю тут, выкладываю кафелем, тоже чтобы ходить в сарай так мимо. То есть у меня пока еще тут стройка, потому что я не закончила. Да, вот это тоже я тут, вот тут я в жару, когда жарко, тут сквозняк. Вот в августе я тут сижу и читаю книжки. И тут у меня или кофе, или чай. Все в этом дворике уместно. Каждая композиция занимает свое пространство. Количество работ растет, и нет конца творческому полету автора. Ну а мы едем дальше, в село Адзюбжа, наслаждаться дизайном абхазского двора. По дороге обращаем внимание на ухоженные лужайки с зеленой травой, на дома, стоящие у дороги. Двор хозяев, куда мы едем, можно считать образцом классического ландшафтного дизайна. Двор вообще является визитной карточкой любого дома, поэтому к его оформлению относятся с особой щепетильностью. На его территории, как правило, стоят технические постройки и декоративные элементы ландшафта. Первые обеспечивают комфорт, вторые – эстетику. В этом дворе представлены некоторые объекты декоративного значения – цветники, пруд, беседка над водоемом, пальмовые насаждения. Я здесь живу уже с 96-го года, но эта красота уже тогда присутствовала, когда я попала в этот дом. Здесь было все ухожено, везде цветы, везде все блестело. Конечно, все это началось с родителей. Здесь были очень трудолюбивые родители, которые 24 часа не знали, что такое отдых, что отец, что мать. Ну, вот что они привили своим детям, я думаю, вот то и по сей день. Поэтому так и вот процветает этот двор. Мой супруг после смерти родителей продолжил также в таком же духе, как его родители. 24 часа это была его идея, все вот это вот красота, этот бассейн, этот двор, этот дом, эти цветы, все было его инициативой, конечно. И жалко, что сейчас его нету. И очень рано ушел от нас и все оставил. Но мы пытаемся тоже, вот пока дети мои маленькие, пытаюсь я держать все в такой же чистоте, в таком же порядке, чтобы детям было не больно, что вот папы нету, а наш двор зарос. И поэтому и надеюсь, что дети наши тоже сейчас вот учатся, когда закончат, приедут и продолжат в том же духе, что их дедушки, бабушки, и папа как хотел, так же. Я думаю, они не бросят этот очаг и будут продолжать в том же духе. Двор освещен лампионами по всему периметру. Дорожки и сплошное мощение позволяют содержать двор в чистоте. Но, конечно, особый колорит создают цветники и клумбы. По окончании цветения одни растения увядают, уступая место другим садовым культурам. Пруд – это была мечта в его жизни. Он всегда хотел бассейн огромный, чтобы были рыбы. Но место здесь не позволяло, потому что не было воды, родника не было, чтобы с самотеком где-то вода шла. Но здесь проходил вот перед домом ручеек, он решил все-таки здесь его сделать. И, конечно, эту мечту воплотил. Это было, конечно, труд неимоверный, 100 метров в длину и 20 в ширину. Сделать такой пруд.
но он свою идею воплотил в жизнь, и вот по сей день она существует. Он так радовался, он говорит, я больше ничего не хочу. Потом налили, воду, сделали скважину, воду залили. Вода сейчас самотеком тоже заходит, но в основном тоже скважину, тоже даем чистую воду, чтобы шла в пруд. Рыбу посадили тоже туда, и вот все труды его, конечно, налицо. Это мечта его была, конечно. Лодки, когда ходят, когда надо почистить там внутри пруд, лампочки поменять. У него была мечта вообще катамараны запустить, чтобы летом дети катались, там рыбку ловили. И у нас и лебеди были, но улетели как-то так. Не получилось. Раз, два, три он пытался их там усадить, но ни в какую они улетали. Основой цветников являются травянистые многолетники. Для солнечных мест предназначены одни растения, для теневых – другие. Их длительное цветение обеспечивает атмосферу праздничности на протяжении всего летнего сезона. Это его отец, он посадил здесь, ему уже лет 40 этим хурме, это лет 40. Мой супруг говорил, что я был маленький, когда папа их посадил. И вот мы тоже не стали убирать. Потом внизу тоже досадили, но потом мы внизу убрали, уже вот въезд, вот этот двор решили сделать пошире, чтобы не засаживать, а вот цветы более, на цветы перейти. А потом вот так вот и мы тоже уже не стали убирать. В этом году я решила их обрезать, они были очень большие. Мы решили сделать с детьми более красивой шапочкой ее форму придать, более современную, так сказать. Сейчас они, правда, выглядят не очень, но сказали, к осени будет уже красивая шапка, еще чуть подстрижем, и будет, я думаю, красиво будет. И тенек, конечно, без деревьев тоже летом очень тяжело. Там то мы гамак вешаем, то детям качели поставить, и они матрасы кладут, сидят летом, там играются. Удобно в том, что плане, что еще и тень дает хорошую. Без тени тоже вот так вот один двор, жарко, в такую жару нигде не сядешь. А дети все детство бегали там в тенечке, игрались. В летней беседке стена из вьющихся растений создает преграду для заходящих лучей солнца. Здесь семья любит проводить часы отдыха. В этой же зоне находится колодец с чистой грунтовой водой, которая заведена в дом. Там гацани, ромашки, примулы, петунии, анютины глазки, лаванда, вербена есть еще. Гвоздика китайская. Внизу у нас мы высадили вдоль забора бересклет. Он вечно зеленый, чтобы постоянно зимой и летом была красота, чтобы не были голые цветочники. Но я со временем хочу более многолетние перейти цветы, чтобы зимой и летом палисадник был полностью засажен цветами. Здесь, получается, однолетки вдоль дорожки, потому что многолетки глаз не так радует, а эти однолетки, они все лето цветут до глубокой зимы. Зимой мы анютины сажаем, что всю зиму с конца января до мая месяца они цветут. Потом в мае сажаем петунии, они цветут очень долго, до конца октября, до ноября, смотря какая погода держится. Если тепло у нас, то может и до конца ноября тоже будут цвести. Да, внизу вдоль забора мы еще сажаем бархатцы, они тоже очень долго цветут, большие кусты, они очень красивые, их сейчас, слава богу, много видов есть, есть маленькие, есть большие, всяких. Душа радуется, это вообще безусловно. Ты утром встаешь, эта красота, воздух, это все, конечно, очень большой труд, но это того стоит, я думаю. Дети растут в такой красоте, в чистоте, и я думаю, дети тоже будут стремиться
дальше тоже вот жить точно так же. Поэтому, когда детей с детства приучаешь к чистоте и вот к такой красоте, мне кажется, они по жизни уже будут, где бы они ни жили, где бы ни даже если не здесь, будут жить в другом месте, я думаю, они будут стремиться так же жить, как их родители жили. Природа Абхазии – один из важных компонентов нашей жизни. Нужно приложить минимум усилий и средств, чтобы жить в красивом, гармоничном пространстве. Эстетика окружающего мира способна улучшить качество человеческой жизни и привнести радость в восприятие мира. И в конце нашего сюжета напоследок подборка из лучших дизайнов в интернете.